Изенер Прайзна, Евгений Изен, біз ұзыр шабыз қақасының ұрықтарын сынықты бұзырбыз, ендегі тоқысты бұрынады. Так, Юрче, да. Я кринче. Ага, где? Ну, давай, пурнада хырзом, прер предложением, прер по одному предложению. Будем разбирать. Чаем. Мин күнтоза сағын тұршам. Ну, так, урта. Я весь день раздумываю, да. Думаю, раздумываю. Урта. Пара подыр син арғызар. Пар подерсинарзар, ну иди ты в лес, да. Да, это один контекст. И второе значение все равно он присутствует. Вот, пар подерсин арзар. Ты пока иди в лес. Второе такое значение еще тоже есть. Пар подерсин арзар. Так, а я что-то там типа поделаю. Так, дальше. Ананандар. Ол сынықтағылық тоғыз база болған. Теперь смотри, помнишь, мы всегда говорим о обвинительном падеже. Допустим, в русском языке он контрольную работу списал, допустим, он работу списал. В косвенном языке. Так. Тоғызты. Во, понял, да? Ол тоғызты, потому что ол – это субъект действия, неважно, там местоимение или существительное, да, то есть он уже есть. А вот это вот тоғыз – это уже другой субъект, по отношению к которому что-то совершается, и он склоняется уже в обвинительном падеже обязательно. Вот это вот подлежащий-то нет, а это дополнение получается. Пазып алган, ну так вот. Так, сейчас подожди-ка. Ол сынықтығы туысты паспалган. Да, тут смотри, паспалган, он контрольную работу написал, если паспалган. А если списал, то есть другой глагол хобр, вот более точный. Хобр полган именно списал. Вот так, теперь хобр алган списал. Пазы полган, ну, написал, он не совсем списал, пазы полган тоже как бы, да, он, ну, вроде глядя писал. Но хобра полган он откровенно списал, а паз полган, может быть, он смотрел, а может и не смотрел. Ну, как-то так. Так, давай дальше. Чинисты саған саларбыз. Так, ну, давай лучше для, просто стилистической поправок. Мы, допустим, эту победу запомним, да. Тут уже правильно соблюдено, да? Вот. То есть чингсты, вот это вот обвинительный падеж. Здесь уже верно. Вот чем. Дальше. Ананда. Срер схеманы хоста перенер. Орте. Перенер. Перенер. Вы схему нарисуйте. Да. Сейчас. Срер схеманы. Тут молодец. Тоже соблюден. Видишь, да. Срер. Это подлежащая схема. Это уже объект по отношению к кому. Вот к чему вы совершаете какое-то действие. Хоста перенер. Так. Хоста перенер. Сейчас. Так. Олар тракторные тыхтап киргенер. Да, тоже правильно. Тракторные. Тут тоже соблюдено. Ну, в принципе, как бы речь-то налаживается уже. Вот, да, вот эти вот. Уже правильно. Олар тракторные киргенер. Да, не попробовали. Ну, давай пойдем еще раз повторим эту тему. Я тут примеры подготовил для перевода. Я сейчас буду зачитывать, а вы будете переводить, хорошо? Хорошо. Так, ибдегі тоғысты ичканодр. Домашнюю работу сиди делай. Так, ибдегі тоғысты ичканодр.
Там, видимо, помнишь контекст, смотри, там контекст, три стиля было. Один вариант, так вот, ну вот, да, kill подер, вот наконец идет. Второй, как бы, да, вот, послание условно, пасчтенодер оказывается. Вот. Чаще всего выступает удар в этом значении. Пасчтенодер пишет, оказывается. Как бы человек напрямую этого действия не видит, но он предполагает. Одер – это некое предположение. Вот. Чаще всего именно в этом контексте употребляется глагол, поэтому да. Как переведете вот это вот еще раз. И биготовство и читканодер. Если он как бы, и читкан понятно, да? И чем? И читканодер, по-видимому, делает. Как бы он не совсем понимает, что домашнюю руку по-видимому. Он предполагает, домашнюю работу, по-видимому, делает. И приготовство читканодер. Оказывается, не подойдет сюда. Оказывается, тоже, да. Тоже подойдет. Оказывается, по-видимому, да. Ну, больше всего оказывается. Так, и приготовство читканодер. Он домашнюю работу, он, оказывается, делает. Так, примерно, да. А вот то, что здесь вот одер как в побудительном наклонении, тут все равно как делает переводится. Именно здесь? Да. Ну, вот смотрите, и chicken order. Это не побудительное действие, а предположение оказывается. Он, по-видимому, он оказывается. Если бы отдельно одер, то это повелительно, а если Да, у вас вот такое совершенно сочетание, верно. то Если другая формула. Да, если я скажу kill order, иди ко мне, садись, тогда да, это побуждение. Kill order, иди садись. А если уже с другим глаголом и chicken order, по-видимому, что-то делает, а главное значение it, делай. И chicken что-то делает, по-видимому, оказывается. Дальше. Полезен хакаст или не угрет chicken order. Это как переведете? Ребенка хакасскому языку, оказывается, учит. Да, Или, по-видимому, учит. Да, своего ребенка, оказывается, учит хакасскому языку. Полезен своего ребенка, непонятно о ком, о том человеке, да, полезен, он своего ребенка, оказывается, учит хакасскому языку. Учит хакасскому языку. Так, дальше. Таңды асқысар паршыққанодыр. Завтра воскис, оказывается, поедет. Да, паршыққанодыр. Паршыққанодыр едет, оказывается. Завтра, оказывается, едет воскис. Таңды асқысар паршыққанодыр. Завтра, оказывается, едет воскис. Роман паршыққанодыр. Роман, оказывается, пишет. Да, Роман, оказывается, пишет. И вот, о киліп одыр. О киліп одырлар. Қысқырбысқан тагир. Киліп одырлар. Он наконец-то пришли. Ну, наконец-то пришли. Кричит. Вскрикнул Тагир. Да, да. О, киліп одырлар. О, идут. Наконец-то, да. О, идут. Уже не оказывается, а он уже видит. О, киліп одырлар. Ну, как бы тоже. О, киліп одырлар. Ну, тут уже наконец-то вот момент удивления. О, вот идут они. Да. О, идут, ну, возьмем близкое значение, в смысле, наконец-то. Вот, ну, больше всего. Долго ждали, допустим. О, киліподырлар. Вот они идут сейчас. Скрыбысқан Тагир, да, крикнул Тагир. Так, он наконец-то идут. Так, о, идут.
Крикнул. Да. Крикнул Тагир. Дальше. Кызым дипломный тоғыз паспортур. Мисет полбанар. Если не знаете глагол, скажите, что не знаете, я поправлю. Дочка моя дипломную работу напиши. Вот мисет приближим. Мисет полбан. Мисет мешать. Это как с русского языка. Мисет полба. Не мешай. Не мешай. Не мешайте. Вот, не мешайте. Так. Хазым дипломный ток спазаптур. И вот смотрите, вот если бы мы сказали хазым дипломный ток спасща, мисет полбанар, это просто констатация факта. Хазым, дочь моя, пишет дипломную работу. Не мешайте. А если хазым дипломный ток спазаптур, это некий такой вот человек, говорящий, как бы подчеркивает, что он не просто пишет, да, он находится в таком важном состоянии, паспортур, дипломный ток с паспортур, и как бы подчеркивает, что совершается какое-то важное действие, а не просто констатация факта, что дипломная работа пишется. Поэтому вот паспортур, висит полбар, не мешайте. Да. Давайте я потом перевод допишу. Так, дальше. Кёрдек кибельстиграман паспортур. Посмотрите, сказочный роман пишет. Пишет, да. Пиши. Пишет. Кибельстик, кибельс – это стихотворение, помните? Угу. Еще раз. Кибельстик роман, какой роман? Посмотрите, стихотворный роман. Пишет, да. Пишет. Вот, ну, в русском языке пишет, там другого такого контента нет, как бы, да. А в хакасском языке означает вот кёрдек, смотри-ка, на самом деле переводится кёрдек, но мы будем потом проходить вот эти вот еще аффиксы дополнительные тоже. Кёрдек, смотри-ка, посмотри-ка. Кибельский роман паспорт, пишет стихотворный роман. И вот здесь кибельский роман паспорт, это тоже некое важное какое-то действие. И он, паспорт, и подчеркивается вот, возможно, долгота действия этого, да, вот. Он этим не занимается, пишет, как бы он серьезное отношение к этому делу, к этому процессу. Так. Дальше. Давайте прочитайте, а потом перевод слова. Нугата. Нугада ол найла юр сагантур. Почему-то он слишком долго раздумывает. Да, думает и раздумывает. Да, то совершенно верно. Почему-то он сильно долго думает, как бы размышляет. Почему-то в этом процессе он долго находится. Так, Шавир. Дальше. Күннің сай ирді хакас тілін үгрентур. Весь день, каждый день, да. Вечером хакасский язык разучивай. Да, изучает. Учит, изучает. В общем, да, находится в этом важном процессе. Күннің ирді хакас тілін үгрентур. Каждый вечер. Күннің каждый вечер. Күннің ирда. Каждый день вечером хакасский язык учит. Так, дальше. Ақча тоғанып аның машина аларзың. Деньги подзаработай, потом машину возьмешь. Да, потом машину купишь. Правильно. Ақча тоғанып ал. Теперь разбираем вот этот модификатор. Да, ал. Купи машину, тоғанып ал, заработай. Ақча тоғанып ал, заработай деньги. Аның машина алырсың. Потом машину купишь. Ну, возьмешь. Да. Дальше. Керек программа сағынып ал, пайып аларсың. Нужную программу придумай, богатым будешь. Совершенно верно. Придумай нужную программу, сағынып ал, придумай, пайып аларсың, будешь богатым. Так, дальше.
Жақсы көріпал. Мгм. Хорошо. Посмотри. Совершенно верно. Рассмотри. Совершенно верно. Жақсы көріпал. Посмотри хорошо. Хорошо посмотри. Мгм. Так, дальше. Махат компьютер албал. Мгм. Вот разговорно правильно, вот то, что это звончается Б и вот Правильно. албал. Да, правильно. Сейчас мы поговорим об этом. Хороший компьютер купи. Да, купи хороший компьютер. Я тебе по-русски напишу. Верно. И вот смотрите, теперь по произношению. Вот как в реальности говорят. Я почему обращаю внимание еще на литературный язык, но так, что все равно тексты придется читать и как бы понимать, да, с чем имею. Вот, допустим, в реальности, давайте вот, ну, последний пример. Компьютер тогын пал, ну, и компьютер тогын. Ой, компьютер албал, так говорят. Магат компьютер албал. Албал. Это звучание реально звучит вот так. Албал. Албал. Это реально албал, албал. Ну, понятно, да, почему. Но албал не пишут. Это посчитают за ошибку. Будут говорить албал. Тут то же самое тогнпал. Тогнпал. А в реальности скажут тогнмал. Произнесут тогнмал. Это произношение. Акча тогнмал одна машина алырсың. Сағынпал. То же самое. Сағынмал. Ну, по крайней мере, так произносится гайцы. Я не знаю, как качинцы, не могу сказать за них. Вот. Но сагайцы так произносят сағынмал. Сағынпал – это литературный вариант. Если вы будете читать сағынпал и говорить сағынпал, тоже ошибкой не будет. Это за ошибку не посчитается. Просто будут понимать, что вы говорите литературным языком. Сағынпал, да, это не ошибка. Но в разговоре вы услышите сағынмал, тогынмал. Көрпал. Вы слышали, как говорили? Так. Кербал. Да. Вот Наталья. Вот произносит это. Кербал. Наталья Зинер, я прошу прощения вас сразу, что, мне кажется, подключил. В общем, тут разбираем примеры. Зинер. Наталья. Мы разбираем пример, но сейчас посмотрим тоже, вот с вами тоже позанимаемся. Вот понятно, да, Евгений? Кербал Yeah. произносится. Но надо помнить, что вот это литературная форма кербал. Кербал, жақсы кербал. Если скажете жақсы кербал, это не ошибка. Жақсы кербал тоже не ошибка, это произносится. Да? Если возьмем другие примеры, допустим, угрантур, да. Но вот эти формы угрантур, на самом деле, они, эти формы, они уже устаревают. Ну, в каком смысле? В разговорном языке они меньше всего вот, ну, используются. Это ранняя форма, чаще всего пастур, допустим, саптур, да, они употребляются в богатырских сказаниях, такой, ну, скажем, это высокий стиль, или штиль, можно так сказать, да. Хазым дипломный тох спасча, месит кулванар. Пастур сейчас, может, кто-то и скажет, но лучше пасча скажут. В настоящее время просто употребляют и все. Без пастур, допустим, да. Вот. И так дальше другие модификаторы. Сейчас давайте, Наталья, давайте мы, знаете, что сделаем? Вы сейчас подошли. Мы тут разобрали модификатор order, tur, al. Потом на видео посмотрите. Посмотрите, давайте разберем sal. Вот эти вот еще модификаторы. Вы какие глаголы... Да, сейчас давайте.
Давайте какой-нибудь пример на сал. А я не скидывала, да? Можете придумать, допустим, просто хотя бы глагол какой-нибудь, сал. Любой пример, а потом мы будем добивать фразу. Например, сал-сал. Сал-сал, совершенно верно. Сал-сал как переведете? Положи. Положи, да. Сал-сал, положи. Еще какой глагол? Вот именно сал. Да, ну, допустим, как готовить пищу, помните? Еду готовить. Пызыр. Так. Помните? Пызыр. Пызыр. Да. Угу, пызыр. Пызыр-сал, что ли, такое Да, есть? да. Пызыр-сал. Как переведете? Пызыр-сал. Да. Приготовь Совершенно еду. верно. Да, Приготовь. Да. А чем отличается пызыр от пызыр-сал? Допустим, скажите чист пызыр или чист пызыр-сал. Как вы отличите? Чиз пызыр, ой, пызыр-сал, это обязательно, наверное. Прям обязательно приготовь. Совершенно верно. Вот, допустим, вы обращаетесь. Пызыр просто приготовь, и все. Может, допустим, обращаетесь, допустим, да, и говорите, ну, условно, там, Сергей, чист пызыр. Это вы обращаетесь, может быть, чист пызыр, как бы вы и повелеваете, конечно, да, чист пызыр, приготовьте еду. Но когда вы говорите, Сергей, чист пызыр стал, это означает, вот это действие, оно должно быть исполнено обязательно, стал исполнением. А если я говорю чист пызыр, я просто от него требую, но оно не, может быть и не исполнено. Ну, просто я хочу, чтобы вот это сделал, да, и все. А пызыр должно быть исполнено. Вот чем отличается чист пызыр или чист пызыр. Понятно, да? Вот, допустим, кись одевай. Как скажете, вот кись одевай? Ну, кис. Кисал. Допустим, вот тапочка кисал. Да, тапочки кисал или? Да. Кюгене кисал. Кукигене кисал. Да, тапочка кисал. Кисал, допустим, да. Обувку одень, да. Кисал. Смотрите, вот сейчас я чего добиваюсь, я хочу понять, допустим, как разбирать. Тапочка кис, как вы скажете, что такое тапочка кис? Как переведите? Ну, одень тапочки. Одевай тапочки. Одевай тапочки. Да, а тапочка кисал. Обязательно одень тапочки. Да, надень. Понятно, да? Кис. Кис. Как переведете? Кис. Кис. Да, кис. Да, если... Надевай. Ага, одевай обувку. Одевай. Обувку одевай. А кисал. Надень обувь. Надень, да. Это должно быть сделано без кисал. Типа что-то там, ходишь, кисал. Или тапочка кисал. То есть это должно быть исполнено. Понятно, да? Вот этот сал в каком контексте используется. Так, дальше у нас остается... Сейчас, вот, да. Пир. Ну, допустим, да. Пир. Сейчас, подождите. Пир. Переведете. Ну, сделай. Да. Сделай. Ну, допустим, что можно сделать? Вот. Давайте возьмем. Гетогас итпир. Вот. Где готовс? Сделай домашнюю работу. И где готовс итпир. То есть просишь, сделай мне, пожалуйста, да, итпир. Сделай мне. А как вы скажете, сделай, пожалуйста, то есть приготовь, пожалуйста, мне еду. Неме чиз. Нет, Пызырах. Вот. Пызырпир. Как Пызырпир. Да. Пызырпир неме. Ну, допустим, Было как правильно.
Сижен неме. Да. Сейчас подожди. Сижен неме. Пызыр пир. О, а теперь смотрите, я спрашиваю. Шижен не мы поспер. Как переведете? Покушать сделай. Приготовь. Пожалуйста, еду. Сейчас смотрите. Если вы скажете шижен не мы поспал, это что означает? Это означает, шижен не мы поспал, я куда-то пошла, допустим, да, а ты это должен сделать, приготовить пищу. Шижен не мы поспал. А если ты говоришь шижен не мы поспер, ситуация, вот, ну, тебе некогда, допустим, да, это уже не приказ, это не исполнение, просто ты просишь уже, сделай, пожалуйста, приготовь, пожалуйста. Вот, допустим, ну, такое вот отличие. Посрсал от посрпер, понятно? Вот оттенок прошения. Чижень посрпер, не хотелось бы, чтобы это сделал. А посрсал, хочешь не хочешь, ты должен это сделать, как бы, да, то это должно быть сделано. Дальше. Вот. Возьмем это же слово пузыр. Чем отличается? Что такое пузыр? Ну, попробуй приготовить. Сергей, Сергей, попробуй там еду приготовь. Он, допустим, не умеет делать или кто, а попробуй ты сделай. Понятно, да? Как попробуй спляши. Плесет салча. Вот смотри. Плесет салкер. Во. Плесет сал, спляши. Плесет салкер. Попробуй сплясать. Попробуй спляши. Плесет салкер. Понятно? Плесет сал требует исполнения. Плесет сал. Танцуй. А плесет сал кер, тут добавляется вот плесет кер, не плесет кер, тогда вот в данном случае плесет кер уже плесет сал, вот это вот оно полное слово, именно да, в данном случае танцем плесет сал, да. Вот это полное слово. Плесет сал. А плесет сал кер, попробуй спляши. Плесет сал кер. Так, как вот скажете, попробуй напиши роман. Роман пазапсал пазапкер. Пробуй паскер. Или просто да, паскер. Роман паскер. Попробуй напиши роман. Допустим. Попробуй подумай. Как переведете? Сагн паскер. Сагн кер. Попробуй подумай. Сагн. Сагн. Да, сагн думай. Попробуй подумай. Сагн кер. Ну, допустим, что можно подумать? Как попробуй догони, например? А вот сейчас. Сарн сагн кер. Попробуй, подумай о песне, да. Так, догони. Ну вот догнать, знаете, там нужно думать. Есть слово щит, догонять. Щиткер, ну как-то некорректно догнать. Щиткер. Щиткер. Нет. Щитвал. Вот. Догони. Вот щитпал. Вот это догони. Щитвал. Догони. Щитпал. Вот. Щитпал, догони. Щитпал, догони. Попробуй догони. Щитпалкер. Ну, щитвал, нет, щитвкер. Щитпалкер. Как-то не складывается. Щиткер. Даже щиткер не получается. Есть игра, как бы это хакасская, традиционная, «Догони девушку». Мне в голову вот она пришла, я думаю, как она на хакасском звучит. Ну, там тогда по-другому я бы сказал, сюрскер.
Сюрюс – это сюрюзерга, гнать, догонять, нагонять, да. Сюрскер попробуй догони, в смысле за нею гнаться надо, сюрскер, попробуй нагони, попробуй достань, попробуй догони. Вот мы, но тут видите, дело в том, что сюрюс – это когда ты за кем-то. А шидпал, а ты уходишь, и тебя должны догнать. Немножко, то есть сюрюс – это субъект, когда ты позади, и объект впереди, ты кого-то догоняешь. А шидпал, когда кто-то за тобой, а ты впереди. Вот. Мага шидпал, меня догони, я впереди. Мага шидпал, догони меня. А минус сюрюспал, ну вот нет, минус шидпал. А сюрскур, когда ты позади. Так вот. Догони. Когда вы позади. Ну вот, конечно, вот при употреблении модификаторов просто нужна будет практика чтения, потом, если мы будем продолжать заниматься, там мы увидим это. Давайте посмотрим чат дальше. Так, давайте опять эти же выражения. Чат, как переведете? Евгений, вы как перевели бы пасторщат? Ну, сиди, готовь. Да. И оставайся, готовь. Да. Сиди, вот, пасторщат, готовь, сейчас, готовь еду, а там, смотрите, смысл такой. Пасторщат, готовь еду, и я куда-то, вот, ну, допустим, да. Чисто готовь еду. Ну, я как-то вот, в смысле, вот, который говорит, чисто совершенно, ты пока занимайся этим, а я в это время, может быть, чем-то, то есть, отвлекусь на какие-то вещи, мне с тобой некогда чем-то, в общем, вести как-то, быть в этом же процессе. Чисто совершенно. Пока находись в этом процессе, делай это. Пока сиди, пиши стихи, ну вот как-то вот, да. Пока сиди и пиши стихи. Так, придумывай. Контекст примерно такой. Кибельсахчик, пока придумывай стихи, пиши стихи, да, а я там что-то там, может быть, куда-то уйду. Сарн, сарнапчат, ну, сарнапчат. Сарнапчат, да, вот. Ты пой песню. Как бы. А мне до тебя пока дела нет. То есть ситуация какая-то другая, в общем. Я за другой ситуацией. Сарнапчат. Мин магазин зоопарк идем. Пойду-ка я схожу в магазин. Так. Сарнапчат. Киль. Как переведите? Киль. Посмотри-ка. Сходи, посмотри. Да, вот. Сходи, посмотри. Вот именно кер, смотри, киль, как бы смотри, вернись обратно. Да, кер, киль, сходи, посмотри. Сходи, посмотри. Ну и как бы доложи об увиденном. Я в этом должен быть тоже, я должен быть в теме.
Я почему говорю кюркиль? Потому что я хочу тоже понять, что там происходит. Допустим, кино кюркиль. Ты иди сходи, посмотри кино, потом расскажешь мне, что там происходит. Было кюркиль. Допустим, Кибельспаскиль. Как переведете? Стихотворение напиши-ка. Иди сходи. Ходи, напиши стихотворение. Стихотворение напиши, сходи куда-то и напиши стихотворение и вернись еще. Вот, допустим, человек едет на семинар, молодой человек, или домой едет. Кибельспаскиль. Я ему говорю, Кибельспаскиль, это значит, он куда-то едет, должен там потусоваться и приехать со стихотворением. Вот тогда я ему говорю, да. Или, допустим, Холосахкиль. Как переведете, Евгений? Сходи за хлебом. Ага, так. Ладно, мы сейчас тут увлеклись, у меня сейчас чуть-чуть время быстро становится. Ладно, давайте так. В следующий раз мы добьем слова и, в общем, эту же тему добьем. Потом на той неделе будем, в общем, там другие темы добивать. Ладно, Алхспузон, сейчас быстро это все заканчивается. У меня тут, к сожалению, чем? Алхспузон, Сережа Кильган Нершин, все это будет на видео. Тебе? Давайте. Алгыс, Анна Жоқтар. Жоқтар. Потом мне тут запись закончится. Так. Чья Анна Жоқтар? Позатквас нельзя.